Южная Осетия к признанию своего суверенитета прошла долгий и тернистый путь, полный невзгод, трагических и кровавых событий. Сегодня одной из наиболее значимых дат новейшей истории считается 26 августа 2008 года, когда Российская Федерация признала независимость нашей республики. Однако следует отметить, что незаслуженно осталось в забвении еще одно не менее значимое событие – 6 марта 1993 года, день, когда независимость Южной Осетии признала первое административно-территориальное образование Республика Северная Осетия-Алания. За принятие соответствующего постановления проголосовал Верховный Совет. Это было историческое решение, объединившее Север и Юг Осетии. И этот шаг, несомненно, стал мощным импульсом для развития интеграционных процессов между двумя частями Осетии, что подчеркнул и президент Анатолий Бибилов на недавней встрече с председателем парламента Республики Северная Осетия-Алания Алексеем Мачневым. Те взаимоотношения, которые есть и, конечно же, будут и были между двумя частями Осетии, они носят абсолютно интеграционный характер. И в этом плане очень много шагов сделано. Вот эти интеграционные процессы как раз, я думаю, что надо продолжить, приумножить. 90-е годы навсегда останутся в истории осетинского народа как время тяжелейших испытаний малочисленного народа. Против осетин был учинен второй геноцид. По сути, перед нацией стояла задача сохраниться как этнос. Об этом в своем интервью в 1993 году изданию «Коммерсант» говорил председатель Верховного Совета Южной Осетии Торейс Кулумбегов. Тогда он назвал решение североосетинских депутатов правильным и ожидаемым. Братья с севера положили начало историческому процессу. К примеру Северной Осетии последовали Приднестровье, Абхазия, Нагорный Карабах. Депутат парламента 2, 3 и 4 созывов Республики Северная Осетия-Алания Станислав Кесаев никогда не разделял Осетию на север и юг и не раз говорил о том, что, несмотря на политическую и географическую разделенность, Осетия едина. Мы сделали первый шаг по признанию Южной Осетии. Что это дало Южной Осетии? Во-первых, скажем, ощущение того, что мы не одни. Во-вторых, ощущение того, что наше дело правое и мы победим. И мы на самом деле победили. И нам каждым днем своим надо утверждать, что действия депутатов Верховного Совета Северной Осетии в 1993 году были правомерными. Грузия в 2008 году предприняла очередную попытку покорить Южную Осетию, учинив третий по счету геноцид. Но сломить волю народа не удалось. Отечественная война закончилась победой, а процессу признания был дан новый импульс. После России государственный суверенитет Южной Осетии признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирийская Арабская Республика. И этот процесс уже необратим. Роза Тедеева, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня.